Рамадан в эпоху коронавируса. Мусульмане встречают священный месяц в экстраординарной обстановке. Как соблюсти обряды и сохранить здоровье, узнаем у эксперта. Когда дома и стены калечат, на фоне карантина в Казахстане стало больше домашнего насилия. Куда бегут его жертвы и хватит ли там места для всех, кто надеется, что нашел таки выход? У девочек нарушилась психика, начали рвать на себе волосы, плакать без причины, с синяками ходили. Я поняла, что так больше жить не смогу. Уроки жизни вместо занятий онлайн. Афганские школьники в разгар эпидемии забрасывают учебу и отправляются на заработки. К чему приведет слишком большая перемена? Школы закрыты, и у нас нет электричества, поэтому я вышел работать. Надо же семью прокормить. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Итак, сегодня вечером начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Верующие должны полностью воздерживаться от еды и питья с рассвета до заката. В этом году Рамадан пройдет в условиях пандемии коронавируса, что, конечно, отразится на всех обычаях и ритуалах. Большинство мусульман будет молиться дома. Во многих странах мечети закрыты для посещения прихожанами, а традиционные проповеди имамов будут транслироваться онлайн. Правоверным предписано находиться в кругу семьи с соблюдением всех мер предосторожности. В этой связи совершенно сюрреалистично выглядят мусульманские святыни Иерусалима или же пустые мечети Индонезии, самой многолюдной страны исламского мира. Жители Каира отказались от покупки фанусов. Эти фонари – одни из главных местных атрибутов Рамадана. В прежние годы их зажигали на улицах, где кипела жизнь, но с введением в Каире комендантского часа такие светильники стали не нужны. В Узбекистане разрешили использовать, цитата, «не пьянящий алкоголь для дезинфекции мечетей», а президент Таджикистана даже призвал местных фермеров не соблюдать пост, чтобы укрепить иммунитет. Вообще в Таджикистане за последние 2 месяца вдвое подорожали продукты первой необходимости. Цены остались прежними только на государственных ярмарках, но там продажа строго лимитирована. Наш корреспондент Анушервон Арипов предполагает, что при таком раскладе верующим придется ограничивать себя в пище не только при свете дня. На рынках столицы в этом году нет привычного перед наступлением Рамазана ажиотажа. Цены кусаются, и душанбинцы закупаются не впрок, как всегда, а берут понемногу и только самое необходимое. Очереди есть исключительно на специальных ярмарках, где цены немного ниже, чем на рынке. Но и здесь много не купишь. Например, мясо в одни руки продадут не больше 2 килограммов, а картофеля можно взять всего 4 кило. Больше берут в Рамазан мясо и яйца. Это в первую очередь. Потом уже фрукты. В Рамазан еще больше вырастут цены. Дорого все. Я пришел за картофелем. Здесь на ярмарке он дешевле, чем на самом базаре. Здесь по 5,50 самани покупаю. На рынке 8 самани цена сейчас. Но дают картофель только на 20 самани на человека. Именно в Рамазан мясо я покупаю значительно больше, чем в другие месяцы. Во время поста, чтобы избежать обезвоживания, нужно есть фрукты, но их на рынках почти не берут. Видимо, после покупки самого необходимого денег не остается. Правда, продавцы уверены, что причина в отсутствии выбора. Свежих фруктов на прилавках почти нет, не сезон. Месяц Рамазан в этом году отличается тем, что в эти дни люди покупают больше муки, сахара и масла. Из свежих фруктов сейчас только клубника и черешня. Остальные фрукты – это зимние запасы, их почти не берут. В этом году впервые дату начала поста в Центральной Азии согласовали все исламские советы стран региона. Решение приняли на онлайн-совещании духовных лидеров. В прошлые годы дата начала месяца Рамазан в Кыргызстане или Таджикистане отличалась на целый день. В Таджикистане в этом году верующие не смогут помолиться в мечетях страны. Мы же видим, что происходит во всем мире, поэтому Совет улемов и принял решение не проводить в мечетях молитву Таравех, которую читают в Рамазан. Но это же не значит, что не нужно вообще читать намаз. Это можно делать дома, в тишине и спокойствии. Также само разговение нельзя сейчас проводить с большим количеством гостей. Но никто не запрещает делать это в узком кругу семьи. А президент Рахмон сегодня в своем ежегодном поздравительном обращении к таджикистанцам вообще призвал жителей страны поститься в другое время. Правда, не всех, а только занятых в сельском хозяйстве, на производстве и госслужащих. Они работают на благо страны, и на них держится экономика, считает глава государства. И болеть им никак нельзя. К тому же, по словам Рахмона, нельзя отступать от госплана развития страны. Ведь в следующем году надо будет широко отпраздновать 30-летие независимости Таджикистана. А на это, видимо, нужны деньги.
То есть лица, от деятельности которых зависит спокойствие в обществе или, другими словами, находящиеся на службе народа, на основе этих облегчений могут перенести пост на иное время. О том, что пост для верующих вреден, президент говорит не в первый раз. В прошлые годы в своих поздравительных обращениях он нередко призывал фермеров пить побольше воды даже днем, чтобы избежать обезвоживания и не переедать при разговении, так как это очень вредно для здоровья. Анушер Лунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. О том, как не отступиться от религиозных канонов в священный месяц, поговорим с нашим экспертом, теологом Кадыром Маликовым. Он выходит на прямую связь по скайпу. Кадыр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот президент Таджикистана предложил перенести пост на другое время. Что вы думаете по этому поводу? Насколько уместно делать такие призывы светскому лицу? Ну, мне кажется, знаете, здесь мы все прекрасно понимаем саму политическую модель, сложившуюся в Таджикистане, да? И тем более, конечно, странно слышать, что светское политическое лицо начинает как бы выносить определенные вердикты внутри религиозно-правовой системы. Да? То есть это как бы не совсем правильно, я бы сказал. Пост является, согласно каноническому исламу, обязанностью, фардом, обязанностью для каждого мусульманки и мусульманина. То есть ислам состоит из 5 основ. Это вера в единого Бога, это чтение намаза при любых обстоятельствах и условиях, это пост, это выдача заката, да, и это по возможности, если есть возможность один раз в жизни сходить в хадж, съездить в хадж. И в этом моменте я хотел бы напомнить, что если, допустим, существуют сегодня чрезвычайные ситуации, да, форс-мажорные какие-то обстоятельства, то в этом случае ничто не замещает пост, поэтому человек должен обязательно придерживаться поста, если на это есть веская причина не держать пост, связанная с трудностью. Пусть это будет здоровье, пусть это будет невозможность из-за сильной жары переносить, допустим, голод или нехватку воды. Кадыр, я вас поняла. Скажите, пожалуйста, а вообще предусмотрен ли в исламе порядок действий верующих во время эпидемии? И как мусульмане должны реагировать на карантинные меры? Предусмотрено. Есть ссылка на хадис нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, если где-то началась эпидемия в каком-то селении, не заходите туда. А если вы находитесь там, то не выходите. То есть это карантинные меры. Вы знаете, в истории ислама, и не только ислама, в Центральной Азии были такие случаи во времена саманидов, когда в Бухаре, в Самарканде вспыхнула чума, бубонная чума, и это было во времена Абу Али ибн Сины, знаменитого Авиценны, который ввел карантинные меры, и первые карантинные меры в Центральной Азии, на территории современной Центральной Азии. То есть были закрыты все рынки и закрыты мечети. Поэтому все мусульмане, вообще-то в целом, основываясь на правилах ислама, пришли ученые ислама, вывели фатву, да, решение о том, что джума намаз не читается. Запрещается читать во времена пандемии таравих намаз. В особенности вот сейчас Орозон начинается, Рамадан, святой месяц. У нас то же самое, как в Таджикистане. Разговение проводится только дома, а намаз читается только дома. Джума намаз не читается, то же самое. То есть это все канонически правильно. Кадыр, мы знаем, что во время Рамазана мусульмане платят обязательную милостыню закят и специальную милостыню разговения, фитр, садака. Скажите, пожалуйста, в этом году верующие могут перечислить свои деньги в фонды по борьбе с коронавирусом, насколько это будет считаться богоугодным делом? Можно перечислить, но вы знаете, проблема в чем заключается? У нас разные есть фонды, есть благотворительные фонды, есть специальный фонд по борьбе с коронавирусом, да? Но, понимаете, верующий должен сам решить. В первую очередь надо смотреть на прозрачность финансового отчета. Потому что есть некоторые такие вот слухи, что не все деньги якобы доходят, да? То есть верующий сам решает, куда перечислить. В основном, конечно, вы знаете, специфика садака фитр
садака фитр. Специфика – это раздача бедным нуждающимся. А деньги по сбору борьбы с коронавирусом должны, в принципе, поступать с наших налогов. То есть Кадыр, спасибо никто большое. Мы поняли, деньги должны прийти по назначению. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был наш эксперт, теолог Кадыр Маликов. В Казахстане зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, и таким образом в стране 20 летальных случаев. Сейчас на прямую связь из Алматы выходит наш корреспондент Шолпан Аразбекова. Узнаем у нее все подробности. Шолпан, добрый вечер. Что известно об умершем пациенте? Привет, Фарида. Это женщина 56 лет, и коронавирус у нее выявили 17 апреля. Болезнь проходила очень тяжело, потому как ей проводили искусственную вентиляцию легких. Плюс ко всему у женщин были сопутствующие хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет, волчанка, заболевания почек. Сегодня рано утром ей стало хуже, но спасти пациентку врачам не удалось. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут, оказались безуспешными. В 7:00 часов у нее констатировали биологическую смерть. Заключительный диагноз: подтвержденный случай COVID-19, тяжелое течение и сопутствующие вышеперечисленные заболевания. Шолпан, мы знаем, что вчера наш корреспондент Ернур Дасжанов сообщил о заражении вице-министра здравоохранения, который был назначен новым главой Горздрава Алматы. Есть ли подробности этой истории и как скоро чиновник сможет приступить к своей работе, по вашим сведениям? Я сегодня как раз разговаривала с официальным представителем и пресс-секретарем Минздрава. По его словам, сейчас ведется эпидемиологическое расследование, но к своей новой должности Камалжан Надыров сможет приступить только после полного выздоровления. Это не ранее 2-3 недель. Но еще также пресс-секретарь рассказал, что каких-либо жалоб на самочувствие у Надырова не было, его беспокоил только кашель. Но вот выявить то, что Надыров является носителем опасного вируса, удалось только после соответствующих анализов и после того, как он вернулся из командировок. Мы думали, что, наверное, это грипп, симптомы гриппа, или острое респираторное заболевание ОРВИ. Никак не думали, что, возможно, это коронавирус. Он жаловался только на кашель. Температуры у него ничего не было абсолютно. Но когда он сдал уже ПЦР-тест, подтвердилась коронавирусная инфекция. А сейчас идет огромное эпидемиологическое расследование тщательное. Риск заражения внутри самого Министерства здравоохранения минимален. Мы все находимся на домашнем карантине, работаем дома. Шолпан, а что по поводу компенсации медикам, которые борются с коронавирусом? Ранее власти утверждали, что им будут начисляться надбавки. Скажите, пожалуйста, начался ли уже этот процесс, поступают ли деньги? Да, те медики, которые входят в этот список, они поделены на несколько категорий, и уровень, размер этих надбавок зависит от уровня опасности работы. К сожалению, здесь не обошлось без махинаций. Сегодня глава соцмедстрахования сообщил, что были выявлены случаи, когда эти премии назначались незаслуженные. Я предлагаю послушать официальный комментарий. Завышалась группа риска, завышалась месячный баланс рабочего времени, который приводил к уменьшению суммы выплат. Надбавки не начислялись специалистам параклинических отделений. Выплаты проводились сотрудникам отсутствующих информационных системах, системы управления ресурсами и системах учета пациентов. Шолпан, большое спасибо. Я напоминаю, на прямой связи из Алматы была наш корреспондент Шолпан Аразбекова. В Казахстане резко выросло число жертв бытового насилия. Как правило, оно происходит в семьях, где и раньше поднимали руку на слабых. А в условиях карантина все стало еще хуже, ведь жертвы заперты с насильниками в 4 стенах. Только в столичных кризисных центрах постояльцев стало в 2 раза больше. Как им помогают, выяснял Ернур Дасжанов. Вспоминая весь пережитый ужас, она крепко сжимает игрушку своей дочери, и у нее невольно начинает дрожать голос. Сандугаш, назовем ее так, несколько лет терпела побои и унижение со стороны родственников мужа. Но во время ЧП ситуация стала совсем невыносимой. Из-за карантина женщине пришлось целыми днями сидеть дома. Свекрови это не нравилось. Она стала избивать невестку и своих внуков практически каждый день. Супруг на все это закрывал глаза. Почти всю зарплату и даже пособие свекровь отбирала, якобы на продукты и кредиты. Как начался карантин, практически каждый день избивала меня и моих дочерей. Иногда не давала еду. У девочек нарушилась психика, начали рвать на себе волосы, плакать без причины, с синяками ходили. Я поняла, что так больше жить не смогу.
Не в силах больше терпеть, Сандугаш взяла 3 дочерей и сбежала из дома. Убежищем для нее стал кризисный центр. У каждой из здешних обитательниц своя история. Кого-то избивал муж-изверг, а кто-то, как в случае с Сандугаш, стал жертвой насилия со стороны родственников. Сейчас приют переполнен. После введения карантина количество обращений резко увеличилось. Поэтому волонтеры вынуждены арендовать квартиры и там размещать женщин с детьми. Для сравнения, если мы раньше консультировали каждый день, но в кризисный центр экстренной ситуации размещали там до 5 женщин в месяц, и при этом у нас в городе есть еще государственный кризисный центр, мы разделяли этих женщин, перенаправляли в государственный кризисный центр или к нам брали, то сейчас мы взяли 11 женщин за неполные 2 недели, и это 11 женщин с детьми. Но большая часть женщин молча терпят домашнее насилие, утверждают специалисты. Одни боятся, что муж после побега найдет ее и изобьет еще сильнее. Другим стыдно перед друзьями и родственниками. Правоохранители констатируют, после введения ЧП количество звонков на телефоны доверия увеличилось в разы. Что примечательно, факты насилия участились среди, казалось бы, благополучных и обеспеченных семей. Был недавно случай, вполне нормальная семья. Муж хоть и не поднимал руку, но морально изводил свою жену. Дошло до того, что в порыве ненависти он сжег все документы женщины и детей. Она обратилась за помощью в кризисный центр. Сейчас с ней работают психологи и помогают восстановить документы. Резкий всплеск насилия специалисты напрямую связывают с карантином. Люди дни напролет сидят в 4 стенах, многие остались без работы и денег, плюс злоупотребление алкоголем. Все это сильно бьет по психике. Мужчина, он должен считать себя добытчиком, и поэтому он должен находиться в постоянном движении. А так, как некуда ему девать свою энергию, конечно, у него выход должен находить. Агрессия, вот эта скрытая энергия, то, что он когда-то вкладывал в работу, он вкладывает теперь в те отношения, выяснение отношений. Мужья распускают руки, так как чувствуют свою безнаказанность. С сожалением, говорят специалисты. По нынешним законам домашним истязателям грозит лишь арест на 5 суток и небольшой штраф. Появилась и другая проблема. Из-за ЧП суды приостановили свою деятельность. К тому же стражи порядка сейчас уделяют больше внимания патрулированию улиц и задержанию нарушителей карантина. До таких мелочей, как домашнее насилие, у них просто не доходят руки. Ернур Дошанов, Ганизат Оспанов. В настоящее время Азия, Казахстан. Власти Кыргызстана утверждают, что страна достигает пика заболеваемости коронавирусом. Ранее чиновники предполагали, что он наступит 24-25 апреля, чем и обосновывали продление режима чрезвычайного положения до конца месяца. Изменится ли ситуация в свете новых данных? Обсудим это с нашим корреспондентом в Бишкеке Дарьей Тимофеевой, который выходит на прямую связь. Дарья, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, все-таки пик уже наступил или только ожидается? Проясните эту ситуацию. Фарида, добрый вечер. Еще недавно наши чиновники говорили о том, что делать прогнозы – это дело неблагодарное, и сейчас они избегают каких-то конкретных формулировок. Нынешнее заявление, оно основывается на официальной статистике. Согласно ей, из общего числа выявленных инфицированных в стране около половины уже вылечились, и по данным Минздрава, за последние дни количество тех, кто пошел на поправку, в разы больше новых случаев заражения. Но, как мы говорили ранее, не все в стране доверяют этим цифрам, так как в республике с населением в 6,5 миллионов было проведено за это время всего около 40 тысяч тестов. Кстати, сейчас кыргызстанцы могут пройти их самостоятельно, за собственные деньги сдать в одной из частных лабораторий. И еще один важный момент, который заявил замминистра, то что если люди не продолжат соблюдать все требования, то возможна новая вспышка заражения. Введение карантинных ограничительных мер, они дали тоже свои результаты, потому что добились пространственного разобщения. И если бы нам бы всем еще и социальное дистанцирование при этом соблюдать, то, я думаю, результат закрепится, и мы быстрее вернемся в штатный режим, потому что все-таки социальное дистанцирование ментально у нас немножко в этом плане немножко слабее. Дарья, а есть ли вероятность того, что если эпидемия идет на спад, пока идет на спад, то и особый режим в стране будет отменен? Сегодня никаких таких рекомендаций Минздрав не давал, ничего подобных сообщений не звучало и в кабинете министров.
Но при этом отдельные депутаты парламента, они заявили, что уже сейчас необходимо поэтапно начинать выходить из режима чрезвычайного положения и начать, к примеру, с того, чтобы убрать блокпосты в Бишкеке и разрешить бизнесменам работать. Но комендант столицы, судя по всему, не склонен принимать такие решения. Он вновь попросил население потерпеть и обратился к мусульманам, которые начинают свой пост, чтобы они не собирались на массовые молитвы и разговения. Дарья, большое спасибо. Я напоминаю, на прямой связи из Бишкека была наш корреспондент Дарья Тимофеева. Карантин в Кабуле действует уже месяц. В городе закрыты в том числе учебные заведения, но вместо того, чтобы получать знания дистанционно, школьники осваивают другие университеты. Как и чему они учатся сейчас, узнала наш корреспондент Лиза Карими. Девятилетнему Харуну, в отличие от многих его сверстников, повезло больше. Он учится в частной школе. Да, и семья заботится о том, чтобы он не отставал от школьной программы. Уроки я учу вместе с отцом. Недавно он с трудом мог достать необходимые книги. Теперь нам легче заниматься. Вместе с Харуном школьную программу на дому осваивают также две его сестры. Частная школа, куда они ходили до карантина, подготовила видеоуроки. Преподаватели передают их родителям на флешках. Да, интересно и необычно учить уроки по этим видеороликам, но я скучаю по школе. Поскорее бы она открылась. В Министерстве образования Афганистана утверждают, что смогли наладить ежедневную запись от 70 до 100 радио и телевизионных уроков. Но вопрос в другом. Как школьники могут их увидеть? В большей части страны элементарно нет электричества. Чиновники заявляют, что работают над этим. Записанные учебные программы будут отправлены во все 34 провинции. Мы понимаем, что не можем охватить всех учеников, как это было до карантина, но мы постараемся, чтобы те, у кого есть возможность, могли обучаться дистанционно. Это чрезвычайное положение. Между тем, большинство учеников, освобожденные теперь от ежедневной учебы в школе, хлынуло на улицы. В Афганистане в бедных семьях за частью именно дети заняты поиском пропитания. Школы закрыты, и у нас нет электричества, поэтому я вышел работать. Надо же семью прокормить. Я понимаю, что должен сидеть дома и учиться, но мне надо зарабатывать. У нас дома нет электричества, денег, чтобы его платить, тоже нет. Как я могу в таких условиях учиться? Только по официальным данным, в Афганистане число детей, не посещающих школу, составляет примерно 2 миллиона. Все они в основном занимаются тяжелой работой. Помимо этого, более 3,5 миллионов детей лишены возможности учиться по причине войны и бедности. Нынешняя пандемия коронавируса еще больше скорректирует печальную существующую статистику. Лиза Карими, специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан. Число заболевших коронавирусом в России превысило 62 тысячи человек. Очагами инфекции все чаще становятся медучреждения. Все заболели девочки. Холодное помещение. Все температуры девочки. В таких условиях. Ну как можно медперсонал загонять сюда? Здесь сушилось белье. В Дагестане заболевших медсестер лечили в подсобном помещении для хозяйственных нужд. Главврача после этого отстранили от должности. В одной из больниц Челябинской области выявили 44 заболевших, в их числе и пациенты, и врачи. При этом власти заявили, что виноваты в этом сами медики. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме... После того, как в мире случилась пандемия коронавируса, в России ввели так называемый режим самоизоляции, а школьников перевели на дистанционное обучение. И если еще городских ребят, которые учатся через интернет, представить себе можно легко, то вот как все это обстоит в селах и деревнях – вопрос. Для того, чтобы на него ответить, мы приехали сюда. Это село Полдневая, Свердловская область. Ни у меня, ни операторы здесь не ловят мобильные телефоны, например. Зато здесь живут наши герои. И вот они нам расскажут, как выглядит сельский дистант. Вы же знаете, война причинила нам большие, так сказать, потери. Первых обезьян привозили, опыта-то никакого не было. И вообще содержание обезьян в неволе оказалось делом сложным и малоизученным. Очень мало. Поэтому первое это было просто, как есть такое выражение, методом тычка.